Господин Петюшев утверждает, что он договорился встретиться с Берсеневым Денисом, том 8, страница 91. Где именно встречались, точно не помню. Может быть, это было в кафе, мое кафе, на улице Ленина. Поскольку ряд встреч у нас происходил там, Денис передал мне пакет. Сказал, что там 10 миллионов рублей. Пакет я открывал, убедился, что там деньги, видел их, но их не пересчитывал, так как смысла в этом не видел. Доверял Денису. Я уже об этом говорил. На каком основании он мог доверять Денису, если фактически он даже не знает его фамилии. Он не может ее произвести по буквам. То есть доверие человеком, которого даже фамилию не знаешь, я не знаю, на чем может быть основано. После этого он говорит, как были упакованы деньги, не помню. Возможно, они были обернуты в еще один пакет. Как выглядел пакет, не помню. Могу лишь сказать, что это был целлофановый пакет. После встречи с Денисом я встретился с Осадчим. Как мы с ним договорились о встрече, не помню. Я передал ему пакет с деньгами, где при этом проходила встреча денег, точно не помню. Не исключаю, что возле здания администрации города Сыктывкара. То есть фактически, конечно, он предполагает, не исключает, но он не помнит. В последующем Осадчий никаких претензий по поводу суммы денег не предъявлял. Таким образом, я сделал вывод, что в пакете действительно было 10 миллионов рублей. Для чего я это зачитываю? Что он делает вывод о том, что раз не предъявлял, значит там 10 миллионов. Раз 10, то есть, и значит не перечитывал, и хорошо, что не пересчитывал. Но тем не менее, он в своих показаниях от 3 февраля 2013, ну, как мы выяснили, 2014 года, он следователю говорит о том, что хочу уточнить следующее. После того, как Берсенев Денис передал мне деньги, которые я в последующем передал Осадчим, я их пересчитывал. Их действительно там было 10 миллионов. Пересчитал не каждую купюру, а банковскую упаковку. Упаковки какие были, не помню, внимания не обращал, могу лишь сказать, что это были крупные купюры по 1000 и по 5000 рублей. Сейчас я вспомнил, что купюру пересчитывал, так как эти деньги касались деятельности тепловой компании, где работал заместителем директора по экономике. То есть там у него есть причинно-следственная связь, что он не помнит, что он даже сделал вывод, что он как бы, да, ну, а здесь он уже вспомнил. Причем вспомнил он, самое интересное, сразу после очной встречи, сразу после очной ставки с Осадчим. Ну, я вам потом расскажу, как проходила у нас очная ставка с Осадчим, и после того, как Игорь Михайлович, я сейчас расскажу, да, и после того, как Игорь Михайлович дал давать не те показания, которые устраивали следователя, и Игорь Михайлович об этом говорил, его просто завели в соседнюю камеру и продержали там больше часа. При этом было это на глазах и у меня, и у работников СИЗО. Потом, правда, вывели и куда-то увезли. И потом появился новый протокол, где он сказал о том, что я что-то вот ошибся. Ну, конечно, после того, что тебя продержат в камере, как не ошибиться-то?